В эфире программы «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Субсидированные авиаперелеты в арктические районы Якутии возобновят до конца года. Расскажем подробнее. Сегодня Wildberries запустил программу поддержки предпринимательства в Якутии. Какие меры предлагает проект? Подлинник текста священной войны, оригинал блокадного дневника, акт военной капитуляции Германии в Москве представили масштабный выставочный проект «Великая победа. Россия. Моя история». Во Владивостоке проходит Всероссийский хоровой фестиваль и конкурс «Третья дальневосточная хоровая олимпиада». В нем участвуют и якутяне. В Национальном музее выставлены работы народного художника Георгия Родионова. Его творчество является большим достоянием искусства региона. Субсидированные авиаперелеты в арктические районы Якутии возобновят до конца года. Совещание с финансово-экономическим блоком по вопросу субсидированных авиабилетов прошло сегодня. На пресс-подходе министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев заявил, есть понимание, что до конца года будут изысканы определенные средства, точные сроки неизвестны, идет активная работа по изысканию источников финансирования. К Новому году, безусловно, перевозки возобновятся. Ледовую переправу Хатасы-Павловск планируют открыть позже, чем в прошлом году. Тогда ледовую переправу открыли в конце ноября. Так, движение в направлении Хатасы-Павловск откроют после 20 декабря. Работы по переброске техники уже проводятся. Отмечается, что постараются как можно быстрее дать проезд хотя бы для автомобилей до 3 тонн. Все зависит от гидрологической обстановки. В Илтумен обсудили проблему семейно-бытового насилия в Якутии. Участие в мероприятии приняли как народные депутаты, так и представители общественных организаций, органов муниципального управления и МВД. Как отметили выступающие, вопрос защиты от насилия в семье в республике на сегодня не теряет актуальности, в том числе из-за отсутствия системного подхода к решению проблемы. Результатом обсуждения станет принятие ряда рекомендаций по профилактике данного вопроса. Кроме того, круглый стол дал толчок для разработки нового законопроекта, который внесет изменения в действующий семейный кодекс, отметила депутат Антонина Григорьева. Над законом будем работать, и это длительный процесс, сложный процесс, так как сама тема вызывает много вопросов. Безусловно, уже в ближайшие сессии мы внесем законодательные инициативы по внесению изменений в существующие 2 закона, связанные с семейной политикой. В Якутии отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 17,6% за неделю. За этот период заболели более 8 тысяч человек. По информации Роспотребнадзора, по республике среди выявленных вирусов преобладают риновирусы. Однако зафиксированы и случаи заражения гриппом А, известным как гонконгский грипп, который проявляется стандартными симптомами, характерными для вирусной инфекции. Ломота в теле, слабость, головные и мышечные боли, высокая температура, першение в горле и сухой кашель. С января прошлого года в республике впервые начал работать проект «Мобильный хирургический центр». В состав бригады центра вошли медики различных профилей. Первый выезд бригады врачей состоялся в город Нерюнгри. Как сейчас налажена работа в ЦРБ, расскажут наши коллеги. Одним из ключевых объектов здравоохранения Якутии, подлежащих модернизации, стала центральная районная больница города Нерюнгри. И благодаря обмену опытом с врачами из столицы региона и появлением необходимого оборудования, впервые в травматологическом отделении в октябре месяце была проведена операция по эндопротезированию тазобедренного сустава силами исключительно местных специалистов. Это не только показатель уровня нашего мастерства, это еще и большой социально-экономический значимый эффект для пациентов. Также это заметно сокращает сроки для проведения этих операций, потому что оформление квот зачастую занимало не меньше года, а иногда и несколько лет. Ожидание при таких заболеваниях приводит к тому, что у людей нарастает и атрофия мышц, развиваются другие сопутствующие заболевания. А возможность у нас оказывать такие
такие операции в городе, сокращает время ожидания для проведения операций. И люди зачастую куда быстрее возвращаются и к труду, и к обычной, к своей повседневной жизни. Нерюнгринец Сергей Сидорин получил травму тазобедренного сустава еще 10 лет назад, но на протезирование решился только в этом году, став первым пациентом у бригады врачей Нерюнгринской центральной районной больницы. В начале октября звонок по телефону. Вы операцию сделали? Я говорю, нет. Давайте встретимся в больничном комплексе. На следующий день приехал Самохвалов Дмитрий Александрович, предложил сделать операцию. Но перед этим предупредил, что он будет впервые делать ее. Я сказал, давайте, о чем речь. Все, 3 дня обследование, на 4-й день операция. Все красиво, удачно. Если раньше состояние здравоохранения в Нерюнгринском районе всегда подвергалось жесткой критике со стороны населения, то сейчас, благодаря планомерной работе республиканских и местных властей, жители Нерюнгринского района очень довольны, что им удается получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы района. Иван Лазаренко, Захар Головин, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Wildberries запустил программу поддержки предпринимательства в Якутии. Предприниматели получат сопровождение менеджера, продвижение на площадке и выгодные коммерческие условия. Компания Wildberries Rus сегодня запустила программу «Платформа роста». Мероприятие состоялось в креативном кластере «Квартал труда» с участием представителей бизнес-сообщества республики. Напомним, соглашение о сотрудничестве было подписано на полях Восточного экономического форума. Глава Якутии и генеральный директор компании отметили, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важнейших приоритетов сотрудничества. Проект «Платформа роста» подразумевает полный цикл поддержки предпринимателей – от заведения на площадку до масштабирования продаж и выхода на экспорт. Для творцов из Якутии, кажется, это великолепной возможностью для того, чтобы реализовать любые свои идеи. Я здесь говорю не только про традиционное предпринимательство, но еще и про креатив и в целом то, что под одной крышей собрано, в общем-то, полный цикл производства, если мы говорим про кино, про музыку, да и, в принципе, про производство даже продукции, которая может потом реализовываться на маркетплейсах. Выглядит все это впечатляюще, и кажется, что это великолепная возможность для предпринимателей. Выбор призвания со школьной скамьи в Музее «Россия. Моя история» прошел фестиваль профессий для школьников и студентов «Якутия. Мои горизонты». Участники могли ознакомиться с востребованными в республике профессиями, узнать их преимущества, а также присоединиться к сессиям с участием региональных экспертов и представителей крупных компаний Якутии. Подробнее о фестивале в следующем материале. С каждым годом потребность в квалифицированных кадрах в Якутии неуклонно растет. Особенно это касается промышленности, а также креативной и IT-индустрий. Фестивали профессий помогают решить этот вопрос, позволяя детям и их родителям узнать больше о профессиях и выявить интерес к направлениям. Помимо этого, в высших и средних учебных заведениях активно проводятся профориентационные работы и открываются специальные профильные классы. Только за последний период открыто 33 профильных фирменных класса разных компаний, включая, конечно, «Алроса». 8 учреждений профессионального образования республики имеют промышленный профиль. Мы значительно увеличили подготовку. За последние 6 лет создано более 100 современных мастерских по программам федеральным прежде всего. Одним из примеров успешного привлечения новых кадров является «Алроса». Алмазная компания тесно сотрудничает со многими образовательными учреждениями, позволяя студентам больше узнать о работе в предприятии. Всего в этом году на прохождение практики в «Алроса» поступило более 2000 заявок. 15 наших студентов весной на производственной практике были на месторождениях Алмаза Набара, «Алроса». И там прошли по своей специальности, по своей профессии практику. Приехали очень довольные, рассказали своим однокурсникам, тем, кто младше, довольны были условиями работы. Еще они получили зарплату. Наиболее отличившимся студентам «Алроса» оказывает всестороннюю поддержку. В дальнейшем идет работа как со стипендиатами компании. Для того, чтобы соответствовать этому уровню, необходимо иметь высокий уровень знания и мотивации.
Компания таким студентам в большей степени помогает, в том числе материально, а также обязательно трудоустраивает свои подразделения. Помимо этого, «Алроса» ведет несколько постоянно действующих проектов по профориентационной работе со старшеклассниками, помогая им выбрать свой профиль обучения при поступлении в вузы и СУЗы. Они мне дали импульс, что надо выбрать конкретную профессию, рано или поздно. Вплоть до 9 класса, наверное, я не знал, кем буду, кем являюсь, но начал задумываться об этом вот благодаря профориентационным. Профессию выбрал электрика, потому что, это, можно сказать, всегда нужен электрик. Везде нас окружает электричество, и это диплом, который всегда, можно сказать, будет полезен. Фестиваль стал уникальной площадкой, объединившей множество учебных заведений и крупных компаний и предприятий Якутии. А для таких компаний, как «Алроса», рассказать о востребованных профессиях и преимуществах работы у них. Власий Сергеев, Тимур Калмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск. В Москве представили масштабный выставочный проект «Великая Победа. Россия. Моя история». Его приурочили ко Дню народного единства. Презентация прошла в пресс-центре РИА Новости, а экспозиция откроется в выставочном центре «Манеж» 5 ноября и продлится до 8 декабря. Проект охватит временной период с 22 июня 1941 года до 2 сентября 1945, когда был подписан акт о капитуляции Японии. Выставка станет одним из центральных событий юбилейного года Победы. Среди экспонатов подлинник текста Священной войны, оригинал блокадного дневника Ольги Бергольц, акт военной капитуляции Германии и много других уникальных и знаковых предметов той эпохи. Также зрители увидят художественные шедевры из коллекции Государственного русского музея, посвященные Великой Отечественной войне. Вход будет свободным. Я не могу не сказать про хедлайнера нашей коллекции на этой выставке. Конечно, это Александр Дейнеко, знаменитая оборона Севастополя. Вот, коллеги, сакральность этой картины Дейнеки, она, в общем, равновесна абсолютно ее невероятным художественным достоинством, ее пронзительности. Эту картину знают все. Что он говорит этой картине в 1942-м? Что мы побеждаем. Он говорит, мы, советский солдат, уже побеждает. Второй день в столице республики идет форум волонтеров акции «Мы вместе». Он собрал больше 200 человек из 20 добровольческих объединений Якутии. У участников насыщенная программа, семинары, лекции, мастер-классы, а также дискуссии с федеральными спикерами. На форум приехали волонтеры даже из самых отдаленных уголков нашей республики. Я представляю волонтерское движение Верхоянского района. Наше волонтерское движение называется «Родник». В основном в моей группе пенсионеры, но они работающие. Свободного времени тоже у них мало, как у молодежи. Мы в основном после рабочего времени приходим и плетем сети маскировочные, шьем спецодежду. Вчера добровольцы обсудили поддержку участников специальной военной операции и их семей, а сегодня на форуме говорили об эко-волонтерстве и стихийных бедствиях. Волонтеров также обучали оказанию первой медпомощи, не только правилам сердечно-легочной реанимации, но и алгоритмам действий при кровотечениях, перевязкам и даже самопомощи. Завершится форум завтра, где отметят отличившихся волонтеров. Форум очень познавательный. Особенно понравилось мне оказание первой помощи. Надеюсь, на следующий день у нас будет еще один форум, это уже третий день, это окончательный день. Надеюсь узнать больше, чем за этот день. Познакомиться, удалось с ребятами с Патриота-14, с автодорожного техникума, также с ребятами с ЯПТ, то есть Якутский промышленный техникум. Совместными усилиями мы можем добиться большего. Чем больше волонтеров, тем больше помощи в этом мире, тем мир становится светлее. Более 400 школьных кабинетов Якутии оснастили современным оборудованием для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины. Обновленное оборудование даст школьникам более глубокие знания о предметах, что было закуплено городской классической гимназии номер 8. Смотрите в материале Вероники Таюрской.
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» заменил привычное нам УБЖ еще в том учебном году. Несмотря на новое название, ученики занимались на старом, а где-то даже на советском оборудовании, которое порой не соответствует ГОСТу. В рамках национального проекта «Семья и дети» школы смогли приобрести новое отечественное оборудование для кабинетов труда и ОБЗР. Оборудование мы получили отечественное, качественное, и дети и учителя отмечают то, что на уроках стало лучше использовать. Данное оборудование мы получили этим летом, и к началу учебного года оно уже было готово к использованию на уроках. Городская классическая гимназия номер 8 за счет выделенных средств приобрела для кабинетов труда манекен для шитья, ручные фрезерные машины, электрические ручные лобзики, околошлифовальные машины и отвертки. Новым оборудованием пополнился кабинет основ безопасности и защиты Родины. Для этого были закуплены учебные патроны и гранаты, а также новый усовершенствованный манекен для легочно-сердечной реанимации. Теперь занятия у школьников проходят интереснее. Такой же, как старый тут. Назывался он Максим, а этот называется Александр-1. Тут немножко улучшение. Если давишь на грудную клетку, и вдох делаешь, грудная клетка вот так поднимается. Так, более современный. Когда мы переходим на практику, им очень нравится магазины, собирать автоматы, на манекене, потренироваться. Приобретенное оборудование помогает лучше узнать школьный предмет и развить навыки практической деятельности. Масштабное обновление стало возможным благодаря единому подходу к обновлению материально-технической базы образовательных организаций в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. В детских садах Мирнинского района состоялся чемпионат по робототехнике «Лига роботов», который собрал юных участников, готовых покорять космос. Темой чемпионата стало космическое путешествие. И маленькие инженеры показали свои навыки и креативность в создании уникальных роботов. Подробности далее. Воспитанники детского сада «Семисветик» Витя Архипов и Мухаммадинус Арунбаев пришли на чемпионат в ярких космических костюмах, что добавило атмосферу темы Лиги роботов. Их подготовка была основательная. Ребята не только собрали своих роботов, но и тщательно продумали каждую деталь своего выступления. Мы стражи галактики. Мы всегда едем к победе, найдем пути к любой планете. Робототехника в детских садах становится все более популярной, и это не случайно. Воспитатели активно используют этот инновационный образовательный инструмент, который помогает формировать мотивацию к обучению, стимулирует творческую познавательную деятельность и знакомит детей с законами реального мира. Участие в таких чемпионатах позволяет детям не только развивать свои навыки, но и повышать интерес к науке и технике. Данный чемпионат у нас запланирован в рамках грантового проекта, который мы получили от Иркутской нефтяной компании. И реализация идет с января этого года. Сначала был подготовительный этап, потом сам чемпионат, знакомства, мастер-классы и так далее. Дети с энтузиазмом продемонстрировали свои творения. Чемпионат Лиги роботов стал ярким примером того, как можно увлекательно и с пользой проводить время, развивая интерес к науке и технике с раннего возраста. Анна Васильева, Мирный. В Ленском районе торжественно открыли 12-й православный съезд молодежи. Участие в мероприятии приняли более сотни школьников и студенты Ленского технологического техникума. Съезд – очень значимое событие для молодежи. Особенно в нынешнее время, говорили все почетные гости на торжественном открытии, которое состоялось в актовом зале второй школы. Программа съезда обширная. Участники проведут традиционные социальные акции в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, доме-интернате для престарелых и инвалидов, встретятся с Советом ветеранов и детьми с ОВЗ. Также в программе различные интеллектуальные игры на сплочение, просмотры фильмов, круглые столы и тренинги. Состоится и интересный мастер-класс «Мир дронов». Мне хотелось бы поделиться тем, что тревожит меня сейчас, и тем, что я бы хотел себе рассказать 14-летнему. Потому что какие-то вещи ты открываешь методом пробы и ошибок, и чаще всего довольно болезненных ошибок, и жалеешь о том, что тебе раньше, тогда в 14-16 лет не рассказали.
И самое главное, наверное, что я бы хотел услышать и чем поделиться, это то, что нужно пройти свою жизнь путем доброты, потому что мера мудрости, как я понял в своей жизни, это мера снисходительности. Добрым человеком быть очень тяжело. Дан старт творческому сезону работников Окружного центра народного творчества. На базе Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина представили выставку проектов и экспозиций домов культуры. О мероприятии и о принятых решениях расскажет Лилия Бурцева. За последние 5 лет показатели посещения городских центров культуры увеличились в 3 раза. Этому способствовала программа «Креативная перезагрузка», реализация которой началась в 2020 году. В каждом населенном пункте есть, соответственно, очаг культуры. Сельский дом культуры, центры культуры, дома культуры. Вот и сегодня мы раскрываем двери в будущее. Можно так даже сказать, потому что вот это вот дело мы начали 5 лет тому назад. Именно с программы «Креативная перезагрузка». Были включены в эту программу 7 пилотных проектов, и эти проекты осуществлены, чтобы посмотреть эффективность этих креативных пространств. На открытии форума Центры культуры Якутска и пригорода презентовали свои проекты и экспозиции, начиная от выставки фотографий и книг до мастер-классов и демонстрации 3D-макетов. Мы стараемся организовать новый проект в виде ямщицкого подворья под названием «25-я верста», где будет у нас полный быт ямщиков. Хотим показать, как жили они, так как Старая Табага является бывшей ямщицкой станцией. Вот. И мы мечтаем, чтобы нам, получается, выделили какие-то средства для начала стройки нашего проекта. Работниками управления культуры была разработана концепция развития домов культуры Якутска на ближайшие десятилетия. В нее вошли внедрение новых технологий и улучшение материальной базы, а также строительство новых объектов. Мы с каждым годом обновляем техническую часть наших домов культуры. Это касается и реставрации, ремонтных работ, строительства тоже не исключаем. Вот в будущем у нас планируется строительство 2 домов культуры. Это в селе Пригородное, село Кангаласы. В планах на следующий год с февраля месяца у нас будет функционировать отдельно как юридическое лицо музей города Якутска. На сегодняшний день Окружной центр народного творчества объединяет 16 филиалов домов культуры, которые в наши дни становятся не только площадками для творчества, но и центрами притяжения всех поколений. Лилия Бурцева, Семен Семенов, Якутск. В зале Национального художественного музея выставлены более сотни работ заслуженного художника России, народного художника Якутии, талантливого костореза Георгия Родионова. Его художественные работы действительно являются большим достоянием искусства региона. Начиная с 1995 года картины и уникальные косторезные работы получили большой успех не только в России, но и за рубежом. Так как картины отражают парадигму природа, человек, культура, а главные сюжеты и образы резьбы по бивню мамонта выразительно раскрывают духовный мир, уклад жизни, традиции северного человека. Выставка приурочена к 80-летию художника-ювелира Костореза и будет представлена с 31 октября до января следующего года. Ну, из программных предметов на этой выставке это знаменитый якутский батас, названный автором «Победа». И очень символично, что в юбилейный год Великой Отечественной войны, в год Победы, да, и в юбилей художника представлен этот экспонат. Сама выставка показывает около 100 предметов. Впервые многие экспонаты показываются, потому что здесь представлена авторская коллекция. Владивосток в эти дни звучит особенно мощно и вдохновленно. Здесь проходит Всероссийский хоровой фестиваль и конкурс «Третья Дальневосточная хоровая олимпиада». Это одно из самых ярких событий музыкальной жизни региона. Подробнее в материале Лианы Осиповой. Уже 3-й год подряд Дальневосточный федеральный университет становится площадкой, где встречаются лучшие голоса страны. В этот раз масштаб форума вырос. Олимпиада впервые получила международный статус. К российским хорам присоединились исполнители из Китая. Всего за 4 дня фестиваля более 2000 участников из самых разных уголков России объединила любовь к хоровому пению. Расскажу немного подробнее. У нас есть академический хор
Дальневосточного федерального университета, руководитель Елена Александровна Петухова. Это заслуженный коллектив Российской Федерации. Это очень известный в России хор. И именно Елена Александровна и хор являются инициаторами проведения этой Олимпиады на протяжении уже 3 лет. Она проходит не каждый год, она проходит раз в 2 года, но это такое масштабное событие, которое с каждым годом растет. Несмотря на то, что Олимпиада называется Дальневосточной, в ней участвуют представители хоров со всей страны. Из 16 регионов нашей страны в этом году. Конкурсная программа растянулась на 3 дня. Завершится фестиваль торжественной церемонией закрытия. В составе жюри именитые дирижеры и композиторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Минска и Шанхая. Особенно заметно участие Якутии. Сразу более 4 делегаций представляет этот регион. На одной сцене выступают как профессионалы, так и любители. Из города Якутска. Ансамбль образовался в 2022 году. И наш руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Чемпосова Ольга Петровна. Мы любительский камерный хор. Наше отличие в том, что мы поем академический репертуар и все являемся любителями. Работаем все в разных организациях и в свободное от работы время собираемся 2 раза в неделю, встречаемся и поем различную музыку. Помимо конкурсных прослушиваний, участников ждут творческие встречи, мастер-классы с ведущими дирижерами, хормейстерами и композиторами. А для жителей Владивостока также подготовлены несколько больших концертов с участием известных коллективов. Лиана Осипова, Владивосток. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.